Выборы позади. Впереди 4 года ожидания лучшей жизни. Об этом говорили практически все избиратели, которые шли на голосование. Надежда людей связана с открытием рабочих мест, желанием видеть молодежь на родине, чтобы пенсионеры и одинокие старики достойно проживали свою старость. Я хочу изменения, чтобы были в лучшую сторону, чтобы немножко наши эти олигархи ушли в сторону и пришли нормальные люди, чтобы правили, чтобы люди жили. В конце-то концов, сколько можно, чтобы дети уезжали отсюда. Если будут изменения, в этом я вижу хорошие. Если будут делаться толковые шаги, обдуманные, чтобы во благо народа, для народа и народ, чтобы работал для, чтобы улучшилась жизнь, чтобы все совместно, чтобы работали добросовестно, хорошо. Чтобы зарплату повысили, чтобы лучше было жить, и все. Мы уже как мы. Но чтобы дети жили в достатке, чтобы было мир на земле. Надежда на будущее. И чтобы меньше было депутатов. Я уже на пенсии. Для молодых, чтобы были рабочие места, чтобы было жилье как-то продумано, чтобы давали или бесплатные, или беспроцентные кредиты, что-нибудь, чтобы легче было молодежи. Людям было более ясно, более доходчиво, куда работать идти, что будут получать, какая работа, чтобы было доступнее. Ведь не секрет, сейчас не было много ясностей. А теперь, чтобы было более доходчиво для людей. Рабочие места, чтобы появились, и людям работа была. Вы знаете, я ничего не хочу. Хочу сказать, что хотя бы газ немножко подешевле сделали. Очень дорого. Ведь везде по домам подключили, только на газплите остался подключен. Очень тяжело. Все дорого. Тем более газ у нас и в Турции вот рядом у нас намного дешевле. За будущее. Не столько за себя, сколько за детей. За будущее Молдовы и стабильность также проголосовала Башкан Гагаузии, которая опустила в урну только 2 бюллетеня из 4. Мы проголосовали за то, чтобы в Гагаузии был мир, была стабильность, было взаимопонимание, чтобы закончились ситуации, которые позорят наш регион. Мы очень хотим, чтобы в Республике Молдова воцарил мир. Мы очень хотим, чтобы выстроилась вертикаль власти. И мы очень надеемся и мы уверены в том, что у Молдовы есть будущее. И эти выборы покажут единство молдавского народа. И этот выбор даст нам серьезные перспективы в развитии. И, наконец-то, в Молдове восстановится стабильность политическая, и я очень надеюсь на бурное экономическое развитие и нашего региона, и Республики Молдова в целом. Наблюдатели, аккредитованные на этих выборах, особых нарушений не заметили. Председатель избирательного округа номер 45 Игорь Янак отметил, что все участки работали в нормальном режиме, согласно законодательству Республики Молдова. Все избирательные участки были открыты ровно в 7:00, как это предусмотрено действующим избирательным законодательством. Были определенные маленькие технические неполадки, но они были устранены в кратчайший срок. Все 36 участков, которые находятся в округе номер 45, также работают в штатном режиме. Нету никаких сбоев ни в техническом плане, ни в плане организации деятельности. На данный момент осуществляется сбор информации по каждому участку. Что касается конкретной информации по явке на выборах, все желающие смогут наблюдать это в онлайн-режиме, в том числе все данные будут опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии. При открытии участка присутствовали члены-представители от независимых кандидатов по одномандатному округу, от партий, и были также международные наблюдатели из Бельгии и Австрии. Эти же наблюдатели международные присутствовали вчера у нас на участке, когда мы привезли бюллетени и начали их пересчет. Значит, представители от партии социалистов, члены-представители от партии социалистов присутствовали при пересчете от начала и до самого конца. В одномандатный округ номер 45 Камрадского района вошли 15 населенных пунктов и 2 села из Чадырлунского района. В результате подсчета голосов комиссия установила, что наибольшее количество, а именно 19 627 голосов,
набрал кандидат от партии социалистов Республики Молдова Александр Суходольский. Депутату за эти 4 года предстоит оправдать надежды людей и выполнить свои предвыборные обещания. Мы проголосовали за светлое будущее. Мы проголосовали за светлое будущее и за профессиональную команду, которые выведут страну из экономического и социального кризиса. Я уверен, что прямо с завтрашнего дня нас уже ждет светлое будущее. Наш гагаузский регион, наша гагаузская автономия, светлое будущее. Независимый кандидат Николай Дудогла набрал 8192 голоса. Он сделал акцент на реальное внедрение закона об автономии Гагаузии. Возможно, будут независимые депутаты из Гагаузии. Это даст возможность, что мы действительно защитили принятый закон в 1994 году, который Гагаузия получила и автономию, и наделила Гагаузию огромными правами. Пришло время действительно сказать, что мы, жители Гагаузии, государственники, мы любим Республику Молдова, хотим, чтобы Молдова всегда была независимым, суверенным государством, но чтобы в Кишиневе всегда вспоминали и знали, что был принят закон, который дал Гагаузии автономии, и мы являемся такими же гражданами, как и в Кишиневе, так и Гагаузии, чтобы все наши права и полномочия вернули назад. Нина Димогла от партии ШОР в Гагаузии заняла 3-е место. Ей отдали предпочтение 1165 избирателей. Кандидат в депутаты проголосовала за то, чтобы Гагаузия и Молдова развивались по примеру Аргеева. Я проголосовала за то, чтобы Молдова и Гагаузия в ближайшем будущем развивалась так же динамично, как и Аргеев. Инфраструктура, социальный блок, защита женщин, защита материнства, возвращение соотечественников, защита детства, бесплатная медицина, дешевые продукты питания по доступным ценам, лекарственные препараты для инвалидов и пенсионеров и многодетных семей без наценок и коммерческих посредников, за развитую инфраструктуру, за то, чтобы Молдова и Гагаузия развивалась так, как она заслуживает, так, как развивается Аргеев. Как известно, в этом году выборы в парламент Республики Молдова впервые прошли по смешанной избирательной системе. 51 депутат избирались по одномандатному округу, а другие 50 по партийным спискам. Что касается предпочтений партий и блоков, то здесь большинство гагаузских избирателей отдали свои голоса партии социалистов и независимым кандидатам от партии социалистов Республики Молдова. Председатель избирательного округа номер 45 подробнее рассказал, сколько голосов набрала каждая из партий. По партийным спискам первое место, точнее наибольшее количество голосов заняла партия социалистов. Она набрала в целом 22 950 голосов. Второе место по наибольшему количеству заняла Демократическая партия. Это 2552 голоса. Третье место у партии ШОР. Это 1449 голосов. Пятое место заняла партия коммунистов. Это 922. Следующая у нас наша партия. Это 822. Далее идет электоральный блок АКУМ в Камрате, то есть номер 45, набрало 177, 167 у партии регионов и так далее. В целом, я хочу сказать, что наибольшее количество набрала, естественно, партия социалистов. Это чуть более 80%. Итак, гагаузская автономия будет представлена в парламенте страны 3 депутатами от партии социалистов. Это Ивана Кёксал, прошедшая в законодательный орган по партийному списку, а также Александр Суходольский по одномандатному округу номер 45 и Федор Гагауз по одномандатному округу номер 46. В результате голосования по консультативному референдуму большинство наших граждан изъявили желание его проигнорировать. Власти страны спрашивали мнение народа по 2 вопросам, касающихся сокращения депутатов в парламенте Республики Молдова и отстранения их от должности в случае невыполнения своих обязательств. По результатам референдума у нас референдум состоялся. И самое главное, что за проголосовало больше, нежели против. Это сокращение числа депутатов парламента Республики Молдова со 101 до 61. 10 280
9 проголосовало за, 6401 проголосовали против. Аннулировано было 3112 бюллетеней. И погашено было 44125. В целом можно сказать, что на референдуме участвовало меньше, то есть принимало участие меньше избирателей, хотя в один и тот же день состоялись и выборы, и референдум, но почему-то граждане проявили пассивность в плане участия на референдуме. Центральная избирательная комиссия Молдовы передала в Конституционный суд документы и материалы, необходимые для подтверждения результатов парламентских выборов, прошедших в республике 24 февраля. Согласно национальному законодательству, после получения документов от Центральной избирательной комиссии, Конституционный суд подтверждает или не подтверждает результаты выборов и их законность. Такая же процедура ждет и результаты республиканского консультативного референдума.